Каждый день, приходя на работу, я открываю двери в новый мир вопросов. И это становится увлекательным путешествием в мир знаний, которое мы совершаем с воспитанниками. И это отличная возможность развивать познавательный интерес моих воспитанников, опираясь на их сильные стороны. Я Анастасия Николаевна Нестерова, воспитатель детского сада «Улыбка» имени Прасковьи Ильиничны-Борисовой. Приглашаю вас в Тогочон мир, пространство познания мира через собственный опыт ребенка. Особенность дошкольника заключается в том, что ведущими мотивами его действий выступают любопытство, жажда новых впечатлений, стремление самостоятельно познавать окружающий мир, любознательность и беззастенчивое высказывание суждений об устройстве мира. На мой взгляд, дошкольный возраст – это самый благоприятный период для расширения и обогащения представлений и знаний о разнообразии окружающего мира, когда ответ взрослого на каждый вопрос ребенка порождает у него новые вопросы. Как воспитатель я вижу свою миссию в том, чтобы поддерживать познавательную активность ребенка, развитие его исследовательских способностей через собственный опыт. В Тогочон мире для познания окружающего мира мы исследуем разные явления природы, организуем наблюдения за окружающей средой, ищем ответы на детские вопросы. Актуальность своего проекта я вижу в том, что для наших воспитанников очень важны знания, которые они получают в результате собственного эксперимента и исследовательского поиска. Думаю, они значительно прочнее и надежнее тех сведений о мире, что получены репродуктивным путем. Мой проект «Тогочон мир» разработан с целью развития познавательно-исследовательской деятельности через экспозицию-лабораторию «Тогочон мир». В психолого-педагогической литературе сформулированы сильные стороны в развитии познавательной активности детей дошкольного возраста. Это выявление, интенсивное развитие, проявление в разных видах деятельности, выражение с помощью вопросов, рассуждения, экспериментирования, проявление познавательного интереса на уровне любознательности. После 4-5 лет эта активность приобретает вид инициативной преобразовательной активности. Почему организованное пространство познавательно-исследовательской деятельности? Чтобы формирование и развитие желаемых качеств носило устойчивый логический характер, необходимо осуществлять целенаправленный и педагогически организованный процесс. Для достижения цели поставлены следующие задачи. Оснащение пространства познавательно-исследовательской деятельности Тогочон мир. Планирование познавательно-исследовательской деятельности с применением адвент-календаря. Поддержка участия воспитанников в образовательных событиях различного уровня. Разработка методических материалов по исследовательской деятельности. Исходя из поставленных задач, выделены следующие направления реализации проекта. Первое направление – создание интерактивной экспозиции лаборатории Тогочон мир. В каждой проекции находятся экспонаты, с которыми можно и нужно взаимодействовать, просматривать, потрогать, исследовать, собирать, создавать. В нашем центре экспонаты трогать не только можно, но и нужно. Второе направление – адвент-календарь экспериментов. Это набор, который сочетает в себе две популярные темы – адвент-календарь и научно-популярные опыты для детей. Он предназначен для детей и педагогов и родителей, которые любят экспериментировать и узнавать что-то новое о науке и окружающем мире. Адвент-календарь дает представление о круглом годе, о сезонных изменениях. Дети не только быстро освоят имена месяцев, но и ознакомятся с явлениями природы, а также с основными традициями народа Саха по месяцам. Календарь включает 12 экспериментов на каждый месяц по QR-коду, легенду о месяце, загадку месяца, стишки, упражнения и раскраску с народными приметами. Дети вместе с педагогами и родителями будут открывать новый опыт, который сопровождается с подробной инструкцией и всеми необходимыми материалами, а также национальные подвижные игры. Тем самым мы знакомим с бытом и традициями этого месяца. В обобщающем этапе создала настольную игру, где дети, сопоставляя якутский календарь с явлениями природы, исследуют и экспериментируют. Третье направление – включение образовательных событий, пространство Тогочон мир, перспективное планирование пространства. Мастер-классы детей – это мероприятие, где ребенок, освоивший навыки экспериментирования, проводит мастер-класс интересующимся детям по определенной технике. Воспитатели всех групп координируют, подготавливают выступающего для мастер-класса и обеспечивают посещение и участие детей.
«Я исследователь» – внутрисадовское мероприятие, цель которого содействовать развитию в образовании и поддержке детской инициативы, познавательной самостоятельности, практики обучения через систему продуктивных дел. Реализацию авторских замыслов, практику, направленную на развитие исследовательских способностей, критического мышления, рефлексии. Дети с родителями или с воспитателем подготавливаются и выступают перед друг другом, а затем выбирается лучшая исследовательская работа и направляется на улусный конкурс. «Мой выбор» – событие, где воспитанники групп посещают пространство Тогочон мир в свободном доступе, играют настольную игру, занимаются, экспериментируют, проводят опыты там, что их интересует, тем самым фиксируется заинтересованность и познание. Акция «Мой вклад в банк экспонатов» – событие, где каждый воспитанник имеет возможность принести любой предмет или экспонат для наших исследований, тем самым обогащает пространство лаборатории. Вся включенность фиксируется в социальной сети Тогочон мира. Дети рассказывают про свой эксперимент и призывают своих друзей попробовать волшебство эксперимента. Для достижения планируемых результатов разработана дорожная карта, в котором определены направления и ожидаемые результаты. Также считаю, что любой проект – это результат творчества команды. В проекте участвуют дети, педагоги и родители. В подготовительном этапе утверждены направления деятельности пространства, привлечены педагоги к взаимодеятельности, организована интерактивная экспозиция Тогочон мир, определены этапы внедрения проекта, созданы странички Тогочон мир на сайте, а также ВКонтакте. В основном этапе все три направления помесячно реализуются, систематически проводятся образовательные события, активизирована включенность, вовлеченность всех участников образовательного процесса, и родителей, и детей, и педагогов. Также вся деятельность фиксируется в свободном доступе через сети. И в заключительном этапе, подводя итог проекта, результаты мониторинга развития познавательной активности посредством исследовательской деятельности, тиражирование опыта на уровне детского сада «Улыбка», в последующем распространение на уровне муниципального образования Чурапчинский улус. Для достижения цели мы создаем педагогические условия, создаем ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач, поощряя стремление к самостоятельности, определяя для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживая желание преодолевать трудности и поощряя ребенка за стремление к таким действиям, нацеливая на поиск новых творческих решений возникших трудностей. Для мониторинга результатов реализации проекта разработала журнал наблюдения за формированием и развитием познавательной активности моих воспитанников. Критерии наблюдения основаны на планируемых результатах ФОП соответствующего возраста. И как видите, намечается положительная динамика развития познавательной активности. Я надеюсь, что мои воспитанники в школе продолжат свое увлекательное путешествие в мир исследований и будут проявлять свою любознательность и во взрослом мире.